Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Мы продолжаем общаться с гостями и участниками третьего федерального форума «Цифровой алмаз». Здесь, на площадках Квартала труда, активно обсуждают и сферу развития видеоигр. О том, как это направление сегодня развивается в нашей стране, мы поговорим с нашим гостем Александром Бодровым, заместителем руководителя РВИ, руководителем кластера видеоигр и анимации Агентства креативных индустрий Москвы. Александр Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Рад видеть вас на форуме. Хочу поговорить, мы сегодня с вами тоже в креативном кластере «Квартал труда». Вы представляете креативный кластер тоже видеоигр и анимации. Как пришла создать идею такое комьюнити? Идея витала в воздухе давно. На самом деле это некий такой следующий эволюционный этап государственной поддержки индустрии. То есть все мы знаем, что еще там несколько лет назад были введены гранты ИРИ, точнее расширены на индустрию. Запускаются периодически какие-то программы поддержки видеоигр. В реестр отечественного ПО по видеоигры получили возможность добавляться и много-много чего еще. А вот каких-то инфраструктурных решений их пока, конкретно по видеоиграм не было. И поэтому решили сделать, долго убеждали руководство города Москвы о том, что это нужно сделать, и было принято решение запустить такой кластер на территории Сколково. Чем занимается кластер? Я так понимаю, напрямую поддержкой разработчиков. Это инфраструктурный проект, то есть в первую очередь это инфраструктурная поддержка. То есть за, можно сказать, что копеечную стоимость аренды у разработчиков появляется возможность там снять офис. Мы сейчас еще ведем переговоры с фондом Сколково на предмет того, чтобы была возможность получать также сколковские льготы по какой-то упрощенной системе. То есть это все в рамках формата, как я понимаю, резидентства, да? Да, есть резидент-кластер, есть такая сущность, как резидент Сколково, то есть, которым оперирует непосредственно фонд Сколково, и мы сейчас с ним, мы как город Москва, ведем с ними переговоры на предмет, чтобы как-то взаимоувязать резидентство в кластере и резидентство в Сколково. Но самое главное, что это, по сути, сбор под одной крышей близких по духу людей. Ярких, талантливых, креативных. Ярких, талантливых, креативных. Почему видеоигры и анимация? Поскольку индустрии, они на самом деле друг на друга очень наложены. То есть там, по разным данным, от 50 до 70% идет наложение по специалистам, по требованиям к специалистам. И хотя итоговый продукт, он разный, но люди периодически перетекают из одной индустрии в другую. И это очень такие, можно сказать, смежные соседские индустрии. То есть видеоигры очень часто сравнивают с кино, но на самом деле ближайшая креативная индустрия — это не кино, а анимация к видеоиграм. Какие-то первые результаты уже есть в резидентство? Первые результаты мы запустили, во-первых, кластер открывается только в 2025 году. Сейчас там идут вовсю ремонтные работы, то есть здание уже есть. Сейчас там внутри все наполняется. Но мы все равно параллельно запускаем программы, которые в дальнейшем уже будут физически присутствовать в кластере. Например, фабрика видеоигр. Что такое фабрика видеоигр? Это, по сути, отбор инди-проектов, менторинг их и вывод их на паблишинг. Плюс все это завязано на инвестиции, на частные инвестиции. И, например, то есть в проекте активно участвует новый фонд ПАО Ростелеком Indigo Start. Поэтому первый поток фабрики уже прошел, второй мы планируем в конце года и в начале следующего года третий поток. И по итогам 3 потоков, что около 20 игр будет выпущено на Steam и... проектная мощность пока это 20 игр, да, на которые пока рассчитываете? У фабрики видеоигр, конкретно у фабрики видеоигр. Нет, всего через фабрику до питчей доходит 60, по 20 в каждом потоке. И всего из 3 потоков
на паблишинг будет выведено 20 игр. Мгм. Ну, соответственно, участники, там же еще есть много участников, которые не доберутся до питча, то есть в целом охват больше. Но вот 20 игр — это как именно итоговый результат фабрики. Вы упомянули еще инвестиции. Какой объем ожидаете? Ну, об объеме пока рано говорить, да. Ну, то есть никаких планов, потолков на это пока... Потолков нет, есть определенные стартовые суммы, которые фонд готов вложить. Я их, к сожалению, пока не могу озвучить. Хорошо. Давайте тогда поговорим уже, вернемся к, собственно, цифровому алмазу. Здесь работают площадки, которые в том числе обсуждают видеоигры, анимации. Что удалось обсудить, пообщаться с коллегами? Удалось посмотреть питчи проектов. Вчера они проходили. Понравилось. Ну, во-первых, каждый раз отмечаю, что уровень разработчиков растет. То есть, ну, вот я вспоминаю, я третий раз уже на цифровом алмазе, когда приезжал 2 года назад, и сейчас, ну, это, конечно... Картина разная. Как картина разная. И очень клево, что есть прям, ну, такие очень интересные, даже, я бы сказал, хардкорные проекты. То есть, ну, вот мой фаворит — это симулятор охоты. Ага. То есть вчера его показывали, он уже запаблишен на российских площадках, и вот ребята вчера рассказывали про планы о международном паблишинге, поэтому мне кажется, у этой игры есть хороший потенциал. Вы говорите, что третий раз приезжаете на форум, ну, то есть можно отследить уже какие-то, на мой взгляд, наверное, тенденции региональной игровой разработки. Вот что предпочитают наши разработчики делать? Ну вот помимо, допустим, симулятора охоты. Ну, на самом деле разные игры. То есть, вот, например, если бы не было симулятора охоты, там можно было бы сказать, что разработчики клонятся там в казуальные игры. Опять же, школа Майтоны — это все-таки школа таких мобильных игр. И понятно, что многие, кто сейчас делает игры в Якутии, они так или иначе, ну, как бы были связаны с, ну, как бы с этой компанией, с ее стилем, с ее школой. Их Но же, при этом... если я не ошибаюсь, еще называли играми-компаньонами, да? Вот то, что вы про Майтону говорите, то есть какие-то такие маложанровые, около, возможно, даже инди, если это назвать, игры. Ну, в том числе инди, ну, не только инди, то есть, ну, как бы казуальные игры бывают далеко не только инди. Но при этом мы видим, вот опять же, симулятор охоты. Ну, это как бы очень хардкорная игра. Это, ну, симулятор — это не шутка, то есть это действительно симулятор охоты. То есть это замах на конкуренцию с большими проектами, как вот Hunting Simulator есть такая франшиза. Симулятор рыбалки, по-моему, даже есть. Если... Да, ну вот симулятор рыбалки пока не сделали, может быть, это продолжение будет. И охота, то есть это замах на борьбу с большими конкурентами. То есть это говорит о хороших амбициях. И о том, что эти амбиции, они реализуются. Ну, из того, что я видел, они вполне могут быть реализованы, потому что игра сделана, ну, прям хорошо. То есть у регионов есть возможности создавать свои большие масштабные проекты, не только вот какие-то камерные игры? Ну, разумеется, просто тут вопрос, чтобы были инвестиции и были люди. То есть главное — это люди, потому что чтобы были те, кому разрабатывать. Чтобы они оставались в республике, чтобы у них была возможность творить, чтобы у них были на это инвестиционные деньги. Поэтому я знаю, что Якутия тоже много работает в плане привлечения инвестиций в видеоигровую индустрию, и это, ну, абсолютно правильный путь. И второй тоже правильный путь — это истории с международным паблишингом, поскольку видеоигровая индустрия — это такая индустрия, которая, ну, не может быть замкнута только на внутреннем рынке. Стране, да. То есть это можно мультфильм снять и окупить его только внутри страны, можно фильм снять и окупить его только внутри страны. Нельзя сделать игру и окупить ее только внутри страны. То есть это миф. То есть... А что насчет анимации? Удалось ли как-то взаимодействовать с теми, кто делает и в Якутии анимацию, и на Дальнем Востоке? Не, вот до анимации пока не добрался. Да. Что-нибудь слышали про якутскую анимацию? Да, конечно. То есть, ну, вообще Дальний Восток анимации славен, ну и особенно Якутия. То есть перспективы здесь тоже в этом направлении есть? Да. Александр Олегович, хочу поговорить про тему, наверное, импортозамещения. Как у нас с софтом, есть ли софт для игровых разработок? Удалось ли нам преодолеть вот эти вот экономические барьеры?
которые были, допустим, в начале 2022 года, о котором много в том числе говорили и на первом форуме «Цифровой Да, алмаз». ну, с тех пор, что изменилось? На первом форуме «Цифровой алмаз» как раз министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев как раз анонсировал историю с видеоигровым движком. Видеоигровой движок Now Engine сейчас вовсю делается, и я думаю, что у разработчиков будет возможность его пощупать, попробовать и сделать на нем игры. Ну да, но этот вопрос вам, да, лучше задать непосредственно разработчикам видеоигрового движка. Плюс у нас в стране есть движок Unigine, который тоже может использоваться для видеоигр. Ну, на данный момент он больше использован там в промышленном комплексе, но тем не менее игры на нем тоже есть. Сказать, что мы сейчас добились какого-то полного импортозамещения, пока нельзя, но решения определенные появляются. Ну и мы к этому стремимся. Я думаю, кстати, и форум «Цифровой алмаз» тоже этому поспособствует. Да. В заключение хочу спросить, как человек, который посещает третий форум подряд, что он дает тем, кто вот заинтересован в анимации, в производстве игр? Я думаю, он в первую очередь дает возможность неравнодушным к этим индустриям людям встретиться друг с другом и пообщаться. Потому что ну, форумы бывают разные, то есть бывают какие-то там очень большие форумы, то есть приезжаешь, там какие-то вроде встречи, вроде тусовки, а какие-то вопросы какие-то не решают. Ну, приехал, ну, пообщался, там, ну, выступил. Вот на цифровом алмазе такого не бывает, то есть тут всегда очень четко, конкретно и про дело. То есть я именно за это и люблю цифровой алмаз. Ну что ж, Александр Олегович, спасибо, что нашли время. Очень хочется встретиться с вами в следующем году, уже на 4-м форуме, обсудить и развитие вашего кластера и поговорить о том, как изменились наши разработки. Спасибо. Хорошо, спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.